В средневековой истории Средней Азии, как известно, особое место принадлежит династии саманидов, многочисленные представители которой в течение 9-10 веков правили в столичной Бухаре и других городах и областях Хорасана и Мавераннахра. И сегодня на канале Amazing History мы проследим историю этого славного рода, запустившего процесс государственности таджикского и других народов Средней Азии. Перед началом напоминаю, что создавать новый контент для вас нас мотивирует 3 вещи. Ваши лайки, подписка и добрые комментарии. Ну а также не будем против вашей поддержки на Patreon или PayPal. А теперь поехали по теме выпуска. Родоначальником династии саманидов является Саман-Худат. Большинство источников возводят родословную Саман-Худата к Бахраму Чубину, полководцу VI века сасанидского шахиншаха Хормузда IV. По некоторым данным, Бахрам Чубин происходил из династии Мехранов, одной из влиятельных семей сасанидского Ирана. Отец Саман-Худата в доисламское время был правителем Балха. До принятия ислама Саман-Худат, так же как его отец, исповедовал буддизм или манихеизм, возможно, помесь этих двух религий в виде зороастризма. Он носил тюркское имя Аркук и буддийско-манихейское имя Саман. Это имя связывается с названием селения Саман, которое он основал в области Балха или Термеза. Относительно этимологии этого имени или названия были высказаны различные мнения. В предании о происхождении саманидов слову «саман» придается значение «благоустройство». В персидском языке слово «саман» означает «порядок», «налаженность», «благосостояние», «богатство». В пехлевийском языке «саман» означает также «граница», «регион». Далее немного расскажу про геополитическую ситуацию в регионе, благодаря которой и пришли к власти саманиды. В первой четверти VIII века аббасидский халифат контролировал огромную территорию в Средней Азии. В этот период Саман-Худат впервые появился на политической арене, когда он прибыл из Балха в Мерв к арабскому наместнику Хорасана по имени Асад и просил его оказать помощь против своих врагов. Получив от него искомую поддержку, Саман-Худат принял ислам и назвал своего сына в его честь Асадом. Вскоре аббасидский халифат начал слабевать как централизованное политическое образование. При этом ядро империи в Багдаде постепенно теряло контроль над периферийными территориями. Внуки Саман-Худата, сыновья Асада, Нух, Ахмад, Ахья и Ильяс, принимали участие в подавлении восстания против владычества аббасидов под руководством мятежника Рафи ибн Лейса. За все эти заслуги Аль-Мамун, наместник Хорасана, назначил их правителями в городах Мавераннахра, Нуха в Самарканде, Ильяса в Герате, Яхью в Ташкенте, а Ахмада в Фергане. Хотя братья были подчинены наместнику Хорасана, они пользовались у себя на местах широкими полномочиями, чеканили от своего имени медные фельдсы, собирали ополчение и ходили в походы на окрестные области. Все они были энергичными эмирами и много сделали для возвышения династии. Однако своим основанием саманидское государство обязано прежде всего Ахмаду, самому способному из сыновей Асада. Благодаря благоприятному стечению обстоятельств ему удалось собрать под властью своих сыновей все области Мавераннахра. Так, в 842 году после смерти Нуха Самарканд перешел к Насру ибн Ахмаду. После смерти Яхьи в 855 году в Ташкенте стал править другой сын Ахмада Якуб. Не удалось удержать владение только четвертого из братьев Ильяса. После его смерти в 866 году Герат вышел из-под контроля саманидов. В 875 году халиф Аль-Мутамид назначил Насра ибн Ахмада наместником всего Мавераннахра. Так эта богатая провинция стала ядром саманидского государства, просуществовавшего после этого более 100 лет. Стоит сказать, что держава саманидов в современном Таджикистане рассматривается как первое централизованное таджикское государство. Являясь по существу независимыми правителями, саманиды никогда не переставали формально признавать верховенство багдадских халифов. Имена аббасидов неизменно поминались в хутбе и чеканились на монетах, но фактически они не имели никакого влияния на дела Средней Азии.
Новый этап в истории саманидов начался в годы правления эмира Исмаила I, известного также как Исмаила Самани, деятельность которого развернулась в Бухаре. А дело было вот как. После падения в 873 году власти тахиридов в этом городе царила анархия. Жители были ограблены недостойными градоначальниками, значительная часть зданий сгорела. Это вынудило бухарцев обратиться за помощью к Насру, и тот послал наместником в Бухару младшего брата Исмаила. Первое время положение нового эмира было шатким. Ему пришлось подавлять восстание бедноты и бороться с мятежами знати. Постепенно дела его стали поправляться, и Исмаил почувствовал себя настолько уверенным, что перестал подчиняться брату. Наср выступил против него в поход, однако был разбит и попал в плен. Исмаил оставил его номинальным главой династии, хотя фактически власть над страной с этого времени перешла в его руки. После смерти Насра в 892 году Исмаил унаследовал Самарканд, однако он решил остаться в Бухаре и превратил этот город в столицу саманидского государства. После ликвидации междоусобиц и мятежей и установления своего единовластия ему пришлось заниматься обеспечением безопасности государства от набегов тюркских кочевников. В 893 году он предпринял поход до Тараза, завоевал город и Таласскую долину, в которой располагались богатые серебряные рудники. Усиление саманидов в Мавераннахре и сафаридов в Хорасане сильно беспокоило аббасидских халифов Багдада. В 898 году халиф издал рескрипт о низложении Исмаила и назначил наместником Мавераннахра Сафарида Амр ибн Лейса. Скорее всего, это было сделано, чтобы столкнуть лбами два сильных рода сафаридов и саманидов. В решающей битве при Балхе в 900 году Исмаил Самани одержал победу. Халиф выразил победителю свое удовлетворение. В том же году Исмаил разбил Мухаммада ибн Зейда, правителя Табаристана. Успехи Исмаила на войне против кочевников были не менее значительными, чем его победы над Амром и Мухаммадом. Кочевники на долгое время отказались от набегов на земледельческие оазисы Мавераннахра. В итоге всех этих завоеваний владения саманидов на востоке достигли Талас, на западе включили в себя весь Хорасан, на севере им покорился Хорезм, а на юге Систан. Саманиды стали самой могущественной державой на мусульманском востоке. Сын Исмаила Ахмад II пришел к власти в 907 году. Он правил относительно недолго и был убит своими гвардейцами спустя 7 лет. На престол был возведен его 8-летний сын Наср II. Государственная власть теперь находилась в руках визирей, которые фактически и управляли страной. При них в основном сложилась политическая система государства саманидов. Каждая из отраслей управления находилась в ведении особого дивана, а во главе всего чиновничьего аппарата стоял визирь. На местах власть осуществляли хакимы, также подчинявшиеся визирю. Однако некоторые области управлялись собственными династиями и пользовались значительной автономией, такие как Газна и Хорезм. Большую роль в жизни государства и царского двора играла гвардия из тюркских гулямов. Благодаря хорошему управлению Мавераннахр в середине X века достиг значительного процветания. В окрестностях Бухары и Самарканда находилось огромное количество дворцов, крепостей и мечетей. Долина хорошо орошалась множеством каналов и утопала в садах. В середине 20-х годов возмужавший Наср принял власть в свои руки. Сообщается, что этот эмир отличался крайне раздражительным характером и в гневе часто принимал решения, которых потом жалел. В конце концов, по совету визиря, он постановил, чтобы исполнение его приказов относительно казней и суровых наказаний откладывались на 3 дня. Кроме того, 3 избранным для этой цели старцам было поручено заступаться за постигнутых гневом государя. В годы правления Насра усилилось влияние исмаилитской секты карматов. Их учение приняли многие государственные чиновники, и даже сам эмир объявил себя карматом. В ответ дворцовая гвардия организовала против него заговор. Однако сын Насра Нух узнал об этом плане. Он пошел на пир, призванный организовать заговор, и обезглавил их вождя. Чтобы успокоить других офицеров, он пообещал остановить исмаилитских миссионеров от продолжения их
деятельности. Затем Нух убедил Насра отречься от престола. После смерти от болезни Насра он взошел на трон. С середины 40-х годов 20 века появились первые признаки скорого упадка государства саманидов. Правительство стало испытывать финансовые трудности, жалование войску выплачивалось с задержками, росли налоги. Как следствие этого стали вспыхивать мятежи и восстания. В 947 году мятеж произошел в самой столице. Его поднял дядя Нуха, Ибрахим. Эмир бежал в Самарканд, но вскоре восстановил свою власть в столице. При сыне Нуха, Абд-аль-Малике I, чрезвычайно возросло влияние начальников тюркской гвардии, которые стали полноправными хозяевами страны. Главные из них, Алп-Тегин и визирь Абд-али-Балами, фактически держали в своих руках всю власть. Абд-аль-Малик правил всего 7 лет. В ноябре 961 года он убился при падении с лошади. При его брате Мансуре I Алп-Тегин впал в немилость. После ряда стычек в районе Балха и Мерва он ушел вместе с несколькими тысячами верных гулямов на юг, захватил Газну и основал там независимое государство газневидов, о чем я, кстати, рассказывал в одном из наших предыдущих видео. Мансур умер в июне 976 года. Его сыну Нуху было всего 13 лет. Государством вместо него управляли мать и визирь Абу аль-Хусейн Абд-Аллах Удби. Он был последним визирем, имевшим реальное влияние на дела. После его убийства в 982 году власть окончательно перешла в руки военной партии, и на этот пост назначались только ее ставленники. Последние визири уже не могли восстановить порядок в стране. Многие области находились во власти мятежников, доходы правительства сократились, воины осмеливались притеснять население. Вместе с тем саманиды оказались не в силах противостоять династии караханидов, создавшей в середине X века свое государство. В 992 году они вторглись в Мавераннахр, часть войск перешла на сторону врага. Нух был разбит и бежал. Караханиды легко захватили Бухару. На этот раз они здесь не задерживались и, ограбив столицу, ушли из пределов Мавераннахра. Но их окончательное торжество было только вопросом времени. К 995 году караханиды овладели всем бассейном Сырдарьи. Одновременно саманиды подверглись удару с другой стороны. Эмир Газны Себук-Тегин захватил их владения к югу от Амударьи. Нух умер в июле 997 года. Его сын Мансур II правил всего 2 года. На время ему удалось восстановить порядок в своих владениях, но он уже не мог спасти династию. В начале февраля 999 года Мансур был низложен военной партией и лишен зрения. Его преемником заговорщики провозгласили младшего брата Абд-аль-Малика II. При нем процесс распада державы ускорился. Правитель Газны Махмуд Газневи заставил Малика уступить ему сначала Балх и Бадахшан, а потом и весь Хорасан. Таким образом, под властью саманидов оставался лишь западный Мавераннахр, но и здесь они правили недолго. В 999 году правитель Ферганы Караханид Наср Илек-хан двинулся походом на Бухару. По словам очевидцев тех событий, саманиды решили оказать врагам отчаянное сопротивление. В мечетях людей убеждали взяться за оружие для защиты династии. Однако проповеди не возымели должного эффекта. Население встретило завоевателей совершенно пассивно. В октябре 999 года Наср без сопротивления занял Бухару. Низложенный Абд-аль-Малик был заточен в темницу вместе с братом Исмаилом. В 1000 году с помощью одной из невольниц Исмаил сумел сбежать. Некоторое время скрывался в Бухаре, а затем перебрался в Хорезм. Здесь ему удалось собрать остатки саманидской армии и захватить Бухару. Однако в том же году Наср снова взял столицу. Исмаил отступил в Хорасан и вскоре был разбит газневидскими войсками. Исмаил снова бежит и собирает новую армию из кочевых агузов. В августе 1003 года он с их помощью разбивает Насра. В следующем году он наносит караханидам еще одно поражение. Однако проигрывает в решающем сражении. Исмаил опять сбежал в Хорасан и вел там скитальческую жизнь. В начале 1005 года его предательски убили в доме араба-бедуина, у которого он остановился на ночлег. С его смертью род саманидов
окончательно сошел с исторической арены. На этом мой рассказ заканчивается. Пишите в комментариях, о каких еще среднеазиатских династиях вам бы хотелось узнать. И, возможно, мы снимем еще какое-то про них видео. До побачення, пані та панове.